разрешите от имени главы Хандаласского улуса Олега Валерьевича Еремеева и от себя лично горячо и сердечно поздравить вас со столь знаменательным событием. Я думаю, что это без такого даже, это впервые, скорее всего, в истории Хандаласского улуса, впервые вот такое мероприятие, такое достойное событие. Действительно, хандаласцев куда только не кидает, каких только образований они начинают. Поэтому очень интересно, такая биография для себя тоже узнал из, так сказать, из уст консула, да, узнал, что такое действительно. Значит, разрешите мне зачитать, тоже мы приехали, мы знаем, что Николай Андреевич, кто не знает, тоже скажу, что Николай Андреевич большое внимание уделяет своей родине, Хандаласскому улусу, именно по социальной работе. Как только вот я появился, сразу такое вот дружеское плечо, крепкую руку Николая Андреевича я на себе ощутил. Значит, мне Михаил Ефимович позвонил и потом сказал, что вот будешь общаться, работать тесно с Николаем Андреевичем именно по социальным вопросам. У нас есть несколько проектов, не буду говорить, потому что они пока находятся в стадии работы. Когда мы уже выполним то, что и глава ставит нам задачи, и Михаил Ефимович ставит перед нами задачи, конечно, это у нас наши люди. А наши люди — это наше все. Это хандаласцы, в первую очередь, которые тоже по различным направлениям, по различным социальной работе. Поэтому здесь вот было сказано, что, значит, Фурута Кейка сказала, что большое, именно одно из направлений в развитии российско-японских отношений связано именно с туризмом. Значит, поэтому встречное такое предложение у нас Николай Андреевич, поскольку он хандаласец, поскольку он орджоникидзевец, он проводит блог. Именно здесь не только социальная сфера у Николая Андреевича, именно он и по туризму, и по культуре. Вы знаете, что у нас очень многонациональный улус, в отличие от других улусов. Это ее называют даже маленькой республикой наш улус или Меккой туризма. То есть все вот такие вот жемчужины находятся у нас, поэтому если Фурута Кейка и Сикава Дайки еще не были, если, наверное, Николай Андреевич, Хандаласский улус на несколько столбы были, да? Вот, то есть тоже, получается, вас давние отношения связывают. Я думаю, что уже пора. И у нас сейчас вакцинация достигла, ну, хвастаться я не буду, мы в серединке находимся по улусам, но я думаю, значит, для вакцинированных и так далее, у нас, значит, препятствий нет. Туристические объекты в летний период у нас работают, поэтому я думаю, что Николай Андреевич со мной согласится, если мы, значит, представителей Японии, мы пригласим именно на совместное сотрудничество, в том числе по туризму. У нас есть много очень интересных проектов, есть именно и по имшитской культуре, по имшитской тематике, и по саха тематике очень много, поэтому мы вас приглашаем. Значит, теперь то, что касаемо, конечно, Николай Андреевич такой у нас деятельный, очень нам помогает, мы ему за это безмерно благодарны. И поэтому, конечно, значит, глава у нас сейчас находится именно по вакцинации, он работу проводит, поэтому сам извинился, не смог приехать, но, значит, меня отправил. Значит, и разрешите зачитать именно постановление главы Хандаласского улуса. Значит, за многолетний добросовестный труд в системе органов исполнительной власти Республики Саха-Якутия, результативную работу в администрации Хандаласского улуса, вклад в укрепление дружбы народов между народами, активную общественную деятельность, постановить наградить нагрудным знаком за заслуги в социально-экономическом развитии Хандаласского
Барамыкина, председателя общественной организации Якутского регионального отделения Общества Россия-Япония, члена Общественной палаты Республики Саха-Якутия и прочее нашего дорогого земляка. Так, ну, ничего еще надо обмыть, потом, когда она зайдет, как говорится, тогда все вручают, награду. Значит, поэтому, добрый путь. Николай Андреевич, у нас еще много что предстоит с вами сделать. Значит, вас я, от имени главы приглашаю, и вот такой вот компании, может, еще кого с собой возьмете, мы вас приглашаем посетить наш ВУЗ, и там уже мы с вами дальше продолжим нашу совместную работу. Спасибо, что приехали.